совершенно очевидно, что такие территории, как Приднестровье, как Нагорный Карабах, как Абхазия, Южная Осетия и так далее, использовались Москвой для сохранения контроля над бывшей территорией Советского наверное, Союза. Может быть, и оказание влияния на процессы. И оказание влияния совершенно верно. Для того, чтобы сохранить эти территории бывшей Советской Республики, которые могли быть сохранены под контролем Москвы. Это теория так называемого ограниченного суверенитета. То есть Москва не считает, что Молдова, Грузия, Армения, Украина, Беларусь там, и так далее имеют право на полный суверенитет и независимость. Да, фактически они объявили об этом, но формально, но фактически они должны находиться под определенным влиянием и контролем, как исторически предопределено там, и так далее, как бывшие советские республики или бывшие территории Российской империи должны находиться под контролем Москвы. И вот эти территории помогали Кремлю сохранять этот контроль. Сейчас самой главной геостратегической ошибкой Кремля является начало этой войны, потому что эта война, как ничто другое, ослабла России. Что бы ни говорили другие люди, но мы видим, что экономически не все так благополучно, политически это вообще катастрофа. Россия стала страной-изгоем. Многие связывают с приходом Трампа там определенные, так сказать, изменения вот в отношении к России. Они могут быть, но восстановить свое влияние и авторитет Россия так быстро не сможет. Поэтому ресурсов не хватает, влияния не хватает, и она, можно это назвать что-то провалы геополитические, а можно сказать, что она предает этих людей, сдает их. Она отказывается от них. Россия отказалась от Нагорного Карабаха. С Азербайджаном и Турцией Россия сейчас не может себе позволить спорить. Значит, посмотрим, что будет происходить, так сказать, в Грузии. Ну и в Приднестровье совершенно очевидно, что эта территория, я уже повторяю, не будет использована Россией для каких-то своих геостратегических целей, направленных против Украины. Все. Украина отказала, что она, так сказать, способна защищаться. Сухопутным путем российские войска никогда до Приднестровья не доберутся. Ну и с моря тоже высадиться не смогут, с воздуха тоже высадиться не смогут.